Следующие 15 минут предлагаю поговорить о теме довольно скользкой, о сепаратизме и национализме. Ну, вот лично я, например, то, что касается политического национализма, столкнулся впервые с этим понятием вот в этом здании. В советские годы здесь размещался Дом политпросвещения обкома КПСС, Институт марксизма-ленинизма. Так вот, я был слушателем одного из факультета контрпропаганды. На одной из лекций перед нами выступал исследователь, ученый, видимо, и одновременно сотрудник КГБ. Он поделился своими наблюдениями, результатами анализа о том, как в произведениях художественной литературы якутской, нашей местной, культивируется тема национализма, идея, вернее сказать, национализма. Грандиозный скандал, надо сказать, тогда разгорелся. Дошло дело даже до того, что руководитель местного управления КГБ вынужден был по телевидению выступить с комментарием на эту тему по поводу своего выступления своего подчиненного, своего коллеги. Он, в общем-то, так сказать, отмежевался от нее, признал это выступление ошибочным. Хотя тема эта и дальше продолжала бурлить и в общественном, так сказать, сознании, и в средствах массовой информации, несмотря на то, что тогда это достаточно сложно было сделать, но это продолжалось. В последнее время два этих слова, сепаратизм и национализм, снова стали, можно сказать, даже хитами в средствах массовой информации, как в интернет-издании, так и в печатных, и российских, и наших якутских. Ну, то, что касается России, вот буквально вчера, в четверг, Министерство внутренних дел России опубликовало официальные данные по количеству преступлений, связанных на национальной почве. В январе-мае этого года в целом по стране они выросли на 33%. Ну, правда, МВД учитывает только преступления против иностранцев. И вчера же Егор Гайдар презентовал новую свою книгу «Империя и права нации». В ней он рассуждает о том, что значит для России, в частности, тезис о праве нации на самоопределение вплоть до отделения от метрополии. В большевистском, так сказать, приложении он воспринимает или трактует его именно как бомба, которую большевики в свое время подводили под любое государство, в том числе и под российское, с тем, чтобы развалить его структуры. В нынешней ситуации, в общем-то, как бы мостик он перекидывает, что примерно то же самое делают и отдельные деятели политические уже современные. И не только в России, но и в других странах тоже. Но мы с вами, в общем-то, свидетели этого процесса также. Якутия теперь тоже оказалась в центре внимания вот в связи с обсуждениями в Общественной палате при президенте России ситуации в нашей республике. Мы, в общем-то, в последнее время довольно часто сталкиваемся с обвинениями в том, что в республике нашей существуют некие политические силы, готовые культивировать тот же самый лозунг о праве нации на самоопределение, опять-таки вот в таких бомбистских, я бы так сказал, целях. Насколько это соответствует действительности и есть ли у нас такие силы на самом деле? Вот на эти вопросы я попросил ответить людей, которые не понаслышке знакомы с этой темой. Это вы что там? Якуты никогда не могут быть сепаративными, у них нет почвы этнической, психологической, это же православные. А потом, вот, если говорить о национализме, вот, между прочим, вот, ну, где-то там, может, есть национализм, там, ну, он везде есть. Сказать, что этого нет или это есть, абсолютно, да, это нельзя говорить. Мир настолько многообразен, настолько сложен, да, как грани алмаза. 57, и он блестит. Когда все грани есть, все это блестит, все это играет, все это хорошо, все это процветает. Нет, его как такого нет. Это сознательно брошенная, что ли, фраза того или иного политика, эксперта, в кавычках я бы назвал этой общественной палаты. С какой целью? Для того, чтобы вызвать нас как бы на дуэль, другими словами, вызвать, скажем, на откровенный разговор, сказать, что вот что-то там у нас непорядок в Республике Саха-Якутия. Ничего подобного. Я как активно занимающийся, значит, скажем, вот в общественной жизни нашей республики, заверяю вас, наших телезрителей, что ничего подобного в нашей республике нет. В этом смысле у вас есть оппоненты? Конечно же, есть. Конечно, есть. Есть отдельные высказывания, скажем, и среди других политических партий, которые, представители других политических партий. Вот якуты, например, которые живут у реки, да, они никогда не будут, потому что они настолько ассимилированы с эвенками, юкагерами, русским, что у них не может быть никакого даже генетического не может быть. А те, которые возле озера живут, они могут, потому что, ну, это значит, локальный этнос, он очень местечковый бывает, вот те, которые вот, ну и даже племена вот взять, вот с севера так. А когда вот, ну вот Шамаев, например, ну, Иван Иванович, вот там, ну, в интернете там был, что как бы, ну, Шамаев
Я сказал, что вы вот поймите, вот кто возглавлял Народный фронт Тувы или общественный центр Татарстана, то по сравнению с ними Иван Иванович это милый человек. Абсолютно милый человек. И потом... Меняемый, по крайней мере, ну, понимаете, вот это человек, ну, то ли у него много времени, то ли в науке там дальше не продвинулся, я не знаю, вот у меня к нему такой подход. То ли он достиг там, он же доктор физмат-наук, то ли он достиг свой предел в науке и пошел, ну, как человек такой, я бы сказал, ну, умеющий просчитывать. А с другой стороны, вот его же использовал, вот когда он подписи собрал, он же принес его поспредство и хотел отнести там, ну, я не знаю сколько там, 60 тысяч или 300 тысяч. Так у меня, вот, меня говорит, вот ты Якутскую там отнеси. Я говорю, ты что, я идиот, что ли? Я эти подписи не собирал же. И мне даже никто такое поручение не давал. В советское время этому вопросу придавалось очень жесткое значение и правильное значение. К сожалению, за последние 15 лет эта практика была утеряна. И современная власть, в современной России эти вопросы трудные, проблемные вопросы национализма и его оттенки, конечно же, упустила. На мой взгляд, причина в чем? В том, что этой власти совершенно не нужно какие-то особенности, национальные особенности, колорит и так далее, звучание тех или иных вопросов, тех или иных народов и народностей. Потому что экономики нет, разрушается все и вся. Вы видите, что делается по телевидению, разрушаются наши моральные ценности. Поэтому молодежь и так себя адекватно и ведет. А возможно, скажем, какой-то такой жесткий сценарий развития событий? То есть, когда вот чисто такой политической, дискуссионной, что ли, сферы, это перекинется уже, как бы, ну, я не хочу сказать на улице, но... Ну, как вариант развития событий, конечно же, такой сценарий возможен. Но я бы не хотел, чтобы он был реализован, потому что это будет, ну, как революция, не революция, но, по крайней мере, это будет в ущерб, скажем, это крайности, это проявление крайности, которые никак нельзя реализовывать. А в республике есть силы, которые бы могли, скажем, выйти на улицу или вывести людей на улицу? Есть. Почему же? Есть, конечно же, есть. Я думаю, что этим могут воспользоваться отдельные представители, я повторяю, отдельные представители политической партии «Родина», отдельные представители, значит, группы поддержки вот, Алроса Якутия, Шамаева и так далее, и так далее. Так что есть. В этом смысле Компартия, ну, вот ваша организация Республиканская Компартия России никак не прогнозирует развитие событий, может быть, какие-то свои шаги предпринимать в этом направлении или как? Ну, нисколько мы не прогнозируем события, мы их видим, что развитие сценария идет вот по такому-то способу. Поэтому мы встречаемся с другими представителями политических партий, встречаемся с другими общественными группами и стараемся их, скажем, не просто сгладить ситуацию, а понять, чтобы совместными усилиями этого не допустить, резких проявлений. Якутию ждет бурный экономический рост. Естественно, значит, взоры, значит, будем говорить, экономических гигантов, ну, естественно, политических стратегов, они направлены, они особое внимание уделяют Якутии, так? Ну, и все они преследуют свои те или иные экономические или политические интересы, так? Мы не будем разбирать какие. Естественно, делается специальный заказ, значит, и они разбирают эти проблемы. И, естественно, можно, я еще раз повторяю, под вот такие любые категории, значит, экономические, политические категории, можно подвести все. Но то, что Общественная палата, значит, выступила с инициативой вот именно рассмотрения вопроса стратегии общественного и экономического развития Дальнего Востока, Восточной Сибири на примере Якутии, ну, это, естественно, это нормально. Другой вопрос, как это было проведено и как это было воспринято, это другой вопрос, значит, просто, ну, надо просто понимать, какие процессы происходят, и кто за кем, и какие интересы представляет, и почему это делает. Вот и все. Но все-таки подоплека экономическая. Я как экономист считаю, что, вот я еще раз повторяю, мы живем в такое время, предтеча, да, уже начались процессы, заложены первые кирпичики для того, чтобы Якутия, ну, бурное экономическое развитие. И, естественно, взоры, значит, направлены, интересы направлены, и это будет еще дальше пойдет. Это еще как бы совсем только ласточки, первые ласточки.
будем так говорить. Федор Семенович, я правильно вас понял, что, например, когда Шамаева, Народный фронт Якутии обвиняет в том, что они как бы вот с каких-то таких сепаратистских, националистических позиций выступают, то как раз таким образом федеральный центр пытается противодействовать именно сохранению статус-кво экономического над Алмазной провинцией. Если он объявил, берите сколько хотите, мы взяли. Мы же объявили. Собственность недра. Все недра наша собственность. Вся алмазная компания наша собственность. Все то, что стоит на территории Якутии, это наша собственность. И это было признано. Признано законами Российской Федерации, договорами, высшим руководством России. Все было признано. Но еще раз повторяю, сейчас объективно, значит, время меняется, потребности меняются, и все это надо менять. Мы уже почти все поменяли. Почти все поменяли. Естественно, вот человеческое мышление и вообще все процессы, экономические, общественные, политические процессы, они имеют инерцию. Инерция. Вот тот образ мышления, тот образ действий, который был, значит, он имеет инерцию. И выразителем этой инерции сегодня является вот это движение. Так? Значит, огульно обвинять, что она абсолютное как бы зло, это абсолютно неправильно. Она выражает те чаяния народа, которое действительно в нас сидит. Она выражает это. Но другой вопрос, да, как это влияет на, вот, как бы, на решение тех стратегических вопросов, которые необходимо надо решать. Это другой вопрос. Она влияет. Влияет. И некоторым это не нравится, что как она влияет. И если бы, допустим, не было бы, да, никто бы не выражал вот этих мыслей, вот этих дел, никто бы не ставил, что было бы, да? Мы как бы, вот как трава, да, вот она стоит, ее вдоль, и она туда упала, да. С другой стороны, туда упала. Должно же быть какое-то достоинство, понимаете? Ну хорошо, если Народный фронт Алроса Якутии это как бы инерция, а есть ли политические силы, которые бы вот уже в новых условиях могли как раз соответствовать вот той мысли, которую вы сейчас высказали относительно того, что нужно входить в диалог и не на уровне, с федеральным центром я имею в виду, и не на уровне каких-то личностей, что ли, а вот именно как политическая сила. Вот такие силы есть в республике? Есть. Это кто? Это вот парламент нашей республики. Государственное собрание Ильтюмен Республики Саха-Якутия. Он, понимаете, это представительный орган. И он действительно представительный орган. Мы можем его критиковать. Отдельных депутатов можем критиковать. Там или иной степени характеризовать. Да? Но в целом, это там в госсобрании собрана элита. Ну тогда получается, что федеральный центр, в общем-то, готов к этому диалогу, если как раз он как бы признает возрастающую роль вот именно такого собеседника, что ли, со стороны нашего Ултумена. Естественно. Лет 15 назад в ходу был анекдот. Объявили государственный суверенитет, теперь можно объявлять войну Японии и тут же, причем, сдаться на милость победителей. Но даже тогда, когда СССР развалился, а новое российское государство было еще слабо, это воспринималось даже на уровне обыденного сознания не более чем анекдот. Неужели сегодня найдутся политические силы, которые считают, что можно такой вот угрозой запугать федеральный центр, угрозой превратить эту сказку в быль? До свидания.